В роли Бориса Годунова на фестивале впервые выступил солист Большого театра оперы Владимир Моторин, один из самых востребованных в мире исполнителей этой партии. В репертуаре 100 ролей. Эксклюзивное интервью с Владимиром Моториным подготовила Полина Кострицкая. Владимир Анатольевич, вы ведь впервые в этом году принимаете участие в Шаляпинском фестивале? Несколько раз меня приглашали, но так складывался репертуарный мой план, что они слишком поздно меня приглашали, я уже не мог ничего поменять. А вот в этом году они больше, чем за год. Мы договорились о числах и совпало. И для меня большая честь участвовать в Шаляпинском фестивале, потому что Федор Иванович Шаляпин – это недосягаемая вершина для любого артиста, а для баса особенно. Константин Сергеевич Станиславский, мой учитель, говорил, что я свою систему писал с Федором Ивановичем. В Шаляпине есть то, чего невозможно скопировать и постичь. В нем есть отчаянная ярость. Вот у него такой есть колдовские чары, когда он перевоплощается. На самом деле музыка – это иероглиф. И в хороших языках, такие как китайский, японский, в иероглифе 10 значений, может быть, 12, одно и то же иероглиф. Так и в музыке у нас. Партия Бориса Годунова занимает в вашем творчестве особое место. Бориса, сколько не поешь, все равно получается хорошо, хочется еще лучше. Значит, в ней столько, так сказать, вот и современного, в ней столько и сложного. Потом открою секрет нашему широкому зрителю. Когда баритон поет, написано для баритона, но басы после Шаляпина стали петь. Когда баритон поет, у него рабочая нота фа, а когда у баса предельная нота фа, то уже за 2 дня у него уже какая-то обивка, морда лица красная, уже, так сказать, что-то тут щелкает уже. Действительно ли, что вы задолго до спектакля входите в роль и потом долго из нее выходите? Я вообще не выхожу, я все время в этой роли. Сейчас идет Олимпиада, и могу сказать, сейчас, правда, изменилась методика. Обычно биатлонист перед тем, как стрелять, он замедляет ход, чтобы было ровное дыхание, чтобы мушка не дрожала. Вот перед Борисом Годуновым за 3 дня я как биатлонист задерживаю дыхание. На машине, чтобы не рисковать, не езжу. Телефон не подхожу, подходит жена. И, значит, у меня есть секрет моей методики, значит, я после Бориса не сплю ни одного грамма. На самом деле, значит, вот если по-честному, это монастырский образ жизни. Как вы относитесь к экспериментам на сцене? Как далеко готовы зайти в экспериментах режиссеров, постановщиков? Какие самые необычные были постановки? 3 года назад «Золотой петушок» поставили про кремлевские дела. Все происходит в Кремле. Я играю сначала Ельцина в пиджаке с галстуком, во 2-м акте маршала в генеральском костюме, так сказать, вот как бы такое осовременивание. Как бы это вычурно, знаете, как выпендривание, такое слово. Спектакль, он как человек, начинается, рождается, растет, болеет и умирает. А вот сейчас русская опера жива, больна, а что с ней происходит? В принципе, в России опера сейчас болеет и может умереть. Я считаю, что, в принципе, каждая дирекция должна ездить по Советскому Союзу, по России, во все театры, и все, что хорошее, отсмотреть и брать сначала как на гастроли, а потом, так сказать, брать в репертуар. Но ведь все опять упирается в деньги, потому что… Вы не только певец, но и благотворитель. Чем сейчас занимается ваш фонд возрождения культуры и традиций малых городов Руси? Малые города – это как ключики и ручейки, которые снабжают речушку маленькую, она впадает в большую, а большая Волга впадает в Каспийское море. Поэтому, значит, все, что мы видим в больших городах и в столичных, это есть поглазеть на улицу. В Большом театре не видишь глаз публики, а здесь все перед тобой понимаешь, чем жива Россия. Чем дальше от Москвы, тем сердечнее, живут беднее. Потому что и работа не очень, и оплата не очень, что и добрые, и подпевают, и благодарны. Мы были в Петушках, 120 километров от Москвы, сидят вот такие пожилые люди, как я, улыбаются и ревут. А у меня ощущение, конечно, вот, возрождение идет, и каждый должен на своем месте по капельке делать свое дело.